В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана, гармонично вписавшимся с архитектурным обликом столицы, хранятся сотни экспонатов, рассказывающих о славном историческом прошлом нашего народа. В отделе этнографии хранятся домашняя утварь, используемая нашим народом в прошлом повседневной жизни. Ак-Өй – национальная одежда различных времен, ювелирные украшения и орудия труда. Туркменская национальная одежда, корни которой уходят вглубь веков, является образцом красоты. Туркменские женщины шили одежду, украшая ее прекрасными образцами узоров и орнаментов. Национальная одежда туркмен в течение веков совершенствовалась, вбирая в себя культуру нашего народа. Национальная одежда является неотъемлемой частью культуры и быта туркменского народа. Одежда каждого народа может дать много информации о культуре этого народа. Когда рассматриваешь туркменские национальные наряды, то убеждаешься, что прекрасные узоры, выполненные мастерицами методом вышивания кеште, гайма, коджуме, пуктама, аладжа и джахек, свидетельствуют о трудолюбии, художественном таланте туркменских женщин. Национальная одежда, характеризующая эстетическую красоту туркменского народа, национальные традиции и обычаи являются неотъемлемой частью нашей культуры. На протяжении истории, созданная в разные периоды, одежда совершенствовалась. История национальной одежды уходит своими корнями вглубь тысячелетий. В ранние времена наши предки носили одежду, соответствующую погодным условиям. Со временем туркменские женщины стали украшать одежду красивыми узорами. Одним из элементов национального женского наряда является баш-атгыч. С раннего детства дети носили тахья. Здесь представлены различные виды национального головного убора тахья. Это чиле-тахья. Тахья с белыми узорами для мальчиков. Гуль-тахья для девочек. Также здесь можно увидеть разные виды головного убора бөрюк. Детские головные уборы отличаются своим кроем, пошивом и узорами. Бөрюк состоит из двух частей, верхней и нижней. Верхняя часть тахья вышивается узорами отдельно, нижняя часть также отдельно. При соединении обеих частей вышивают узоры пуктама. Говоря об особенностях кроя и пошива, можно сказать, что при его создании используется ткань кетены красного и других цветов. Тахья сюммен состоит из 8 частей. Узоры на этом головном уборе отличаются от других. Здесь в основном используются узоры даракт. Край тахья украшает узор текбент, который является одним из основных узоров национального искусства кеште. Этими узорами украшают гуль-тахья для девочек, курте, черпы. В туркменских семьях принято, чтобы девочки носили тахья. На праздниках поверх тахья надевали гуппа с подвесками. Здесь вы можете увидеть девичий национальный наряд, узоры которыми украшена туркменская национальная одежда, заимствованная у природы из растительного и животного мира. Узорам давали красивые названия: эрек-гули, алма-гули, гочок, тойнак. Согласно обычаям туркменского народа, когда девушку выдают замуж, она надевает национальную одежду красного цвета. На гуппа накидывают курте красного цвета. После свадьбы невестка накидывает на голову курте зеленого цвета. Туркменские женщины носят разные виды баш-атгыч. Одним из них является черпы. Черпы отличаются цветом в зависимости от возраста женщины. Здесь представлен национальный наряд молодой невестки. Черпы зеленого цвета носили невестки до достижения среднего возраста. В отличие от зеленого и красного курте, черпы украшаются узорами полностью. Крой черпы похож на курте, но рукава у него ложные, удлиненные, однослойные. Края черпы украшены бахромой. Черпы украшают узорами текбент, чанга, даракт, барлак. Черпы полностью украшен узорами. Молодые женщины носят зеленые черпы. Женщины среднего возраста – черпы желтого цвета. А пожилые женщины носят черпы белого цвета.